Сана Тарба – дизайнер, предприниматель, основатель бренда керамики и магазина Oven, впервые пробует себя в роли общественного деятеля и организатора фестиваля. С января этого года Сана Тарба реализует проект, посвященный духовной и материальной культуре Абхазии. Идея этого проекта она возникла потому, что мне не хватало понимания какого-то целостного нашей культуры, нашего наследия. То есть я была воспитана традиционно по-абхазски, но почему, зачем, надо делать так, почему сложилось так, что надо делать так. То есть это же надо тоже копать вглубь, это такой более исследовательский интерес, скорее как научный. И мне всегда было интересно это, я была готова копаться в книгах, рыться в библиотеках, изучать все это, смотреть архивные снимки. Но это было как будто важно для меня, то есть не потерять вот эту связь и по возможности передать ее своим детям. А чтобы передать ее дальше следующим поколениям, мы сами уже должны не просто как-то интуитивно, наверное, это знать, а вот, может, чуть глубже, учитывая то, какая сейчас ситуация, что мы так стараемся осовремениться, подражаем другим культурам и так далее. Чуть-чуть, мне кажется, в моменте мы забываем про то, кто мы на самом деле есть, и что нам есть чем гордиться, нам есть что мы наполнены уже достаточно. В поисках ответов на свои вопросы Сана Тарба посещала музеи и библиотеки, общалась с историками, археологами и этнографами, изучала абхазские узоры и орнаменты, собирала архивные фотографии и делала новые фото и видео уникальных природных красот Абхазии. Также в рамках проекта местные ремесленники прошли серию мастер-классов по созданию собственного бренда и маркетингу, а фестиваль Апсуакот – это своего рода подведение итогов проекта и презентация собранного материала широкой общественности. У нас будет несколько зон. Самая первая на входе зона – это ознакомительная, плюс зона сувениров. Здесь мы собираем как ремесленные продукты, так и сувенирную продукцию тех проектов, которые тоже похожего плана, как наш. То есть, например, недавно был реализован проект «Мозаика», который был посвящен нашим мозаичным объектам. Внутри будет медиазона, то есть там будут аудиоинсталляции, видеоинсталляции, фотоинсталляции. Это как раз то, что мы снимали в рамках проекта. Далее будет информационная часть из стендов образовательных, где мы просто выбрали какие-то аспекты культуры нашей, долголетие, отношение к старшим, кухня, ремесла. И очень кратко, очень доступно на абхазском и на русском языках, сопровожденная тоже визуалом, какими-то архивными снимками. Отдельное внимание на фестивале уделят детскому направлению. Здесь будут скатерти, раскраски с национальным орнаментом, мастер-классы по лепке, интерактивные уроки абхазского языка. Организаторы проекта даже разработали настольную игру на основе нардского эпоса. Будет зона интерактивная и фуд-зона, мы их совмещаем. Там как раз будет представлена настольная игра. Плюс будет фуд-зона, где именно локальные какие-то продукты будут продаваться, закуски. То есть еды как таковой мы не предполагаем, но будет барная карта, которая тоже концептуально связана с абхазскими продуктами, с нашим местным каким-то колоритом. Там же будут проводиться мастер-классы для детей по лепке, и мы предполагаем, что будет программа тоже с играми, с кроссвордами и так далее. Все это с абхазским языком связано. Языковая школа будет проводить этот конкурс там для детишек. И, наконец, финальная зона, центральная, получается, как сцена. Мы определили ее как сценическую, под центральным этим деревом, под флагом. Будут проходить все выступления, лектории. И, в принципе, все, что требует зрителей и взаимодействия с кем-то выступающим. Фестиваль продлится 4 дня с 20 по 24 августа. Основные мероприятия будут проходить вечером, чтобы гости могли ознакомиться с многочисленными зонами фестиваля и поучаствовать в активностях, не изнывая от жары. Торжественное открытие фестиваля Апсуакот состоится 20 августа в 6 часов вечера. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.